Село Кирсово Камрадского района уникально тем, что в нем более 2 веков проживают болгары и гагаузы. На стыке 2 культур и сохранился праздник Бабий день. В этот день баба-повитуха приглашала женщин, у которых в доме принимала новорожденных детей. В подарок приносили деньги, водку, сладости. Повивальная бабка несла ответственность за повитого ею ребенка и занимала почетное место в ряду родственников ребенка во всех обрядах, во время крестин, свадьбы и провода в армию. После родов бабушка приходила к женщине, делала ей массаж, купала младенца. Потом ходила на крестины, сопровождала роженицу и ребенка в церковь. Забыла, как надо ходить? Каравай, курица. Кто что имеет, то колбасу, то мясо. И что-то сладкое. Да, обязательно. Мыли руки. И мыло свое носили. И одеколон, и полотенечко. И бабушки поливали, и давали, вытирала руки, ее брызгали. Калач там что-нибудь. Да, калач носили. Каравай даже не ходят. Калач, вот сейчас начали с тортами ходить. А раньше калачом ходили. Сегодня роль повивальной бабки сведена к минимуму. Сделать массаж женщине после рождения малыша и самому ребенку, помочь организовать крестины. Но праздник отмечается активно. Пришли в этот день гости и к Евдокии Нейковчиной с традиционными подарками. Бабушка встречала женщин по всем правилам, за обильно накрытым столом и принимала поздравления. Я бы хотела всех женщин поздравить с этим днем, чтобы они все были живы, здоровы, чтобы всем Бог дал здоровье, чтобы все было вот так, как сейчас у нас. Стол накрытый, вот этой бабе Евдокии, чтобы она была жива-здоровая. Много ей здоровья, чтобы было. Каждый год вот так, чтобы у нее стол был всегда накрытый. Не обошлось в этот день и без болгарских народных песен. Бялу мавляку пала либе, бялу мавляку пала, затуй ми бялу, лицету либе, затуй ми бялу, лицету, затуй ми бели, рецети либе, затуй ми бели, рецети, затуй ми бели, рецети. Либе, затуй ми бели рецети.